В Москве прошло федеральное собрание партии КПРФ. Об итогах деятельности и регионального отделения поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Ильгам Галин, заместитель председателя Комитета Госсобрания Республики Башкортостан. Ильгам Илюсович, здравствуйте. Добрый день, дорогие телезрители. Хочу поздравить с наступающим Новым годом, чтобы у всех желания сбылись, когда они свои желания загадывают под бой курантов под елкой, чтобы в 2025 году все сбылось. А вот что сбылось в 2024 именно в региональном отделении партии КПРФ? В 2024 году, вы как уже знаете, год был насыщенным. Мы выбирали главу республики, выбирали местных депутатов муниципалитета. И не только насыщенный, но и напряженный, потому что выборы главы республики – это уже большое мероприятие. То есть надо подготовить наблюдателей с решающим голосом, выпустить литературу, встречаться с населением, это по всей республике. Также и муниципалитеты. Мы выбрались, у нас много депутатов, которых надо было обучить, собрать всех. И сейчас с ними мы работаем на сегодняшний день. Если в целом говорить, вы сказали о том, что был выборный год, действительно выбирали и главу государства, главу республики, депутатов в муниципальные советы. А если говорить о региональном отделении, о деятельности, об основных мероприятиях, которые прошли в этом году, потому что у партии КПРФ всегда есть красные дни календаря. Помимо красных дней календаря, то есть День Октябрьской революции, День комсомола, День пионерии, конечно, мы занимаемся организационными мероприятиями, то есть проводим политучебы в каждом районе и городе, проводим политучебы и на региональном уровне, то есть первые секретари подключаются по ВКС, и наш преподаватель учит азам марксизма и ленинизма. Ильгам Илюсович, и наверняка проходили еженедельные, ежемесячные приемы граждан. Вот с какими вопросами обращаются жители республики? Фракция КПРФ, конечно, работает у нас активно. Каждый член КПРФ во фракции производит прием граждан на тех округах, где он выбирался. И мы в конце месяца, в конце квартала они сдают нам отчет, сколько людей они приняли, сколько вопросов решили. И вот такой вот итог подводим. Каждый депутат у нас работает в своих избирательных участках. С какими вопросами обращаются? Вот статистику уже наверняка ведете. В основном на сегодняшний день обращаются по поводу проблем ЖКХ. Потому что все прекрасно знают, что у нас система ЖКХ все-таки трубы, вот эти коммуникации, лифты уже устарели. Их давно надо было поменять, и потихонечку меняет. И вот этот вот процесс сейчас мы его видим. Трубы лопаются, лифты не работают, и так далее и тому подобное. А как помогаете решить эти вопросы? Получается ли? Да, порой получается. Порой, конечно, у нас не совсем получается. Но, по крайней мере, что можем, то делаем. С помощью депутатских запросов, конечно, подключается прокуратура, управляющие компании начинаем теребить, чтобы они все-таки с населением работали. Финансовые вот эти документы вместе с МВД изымаем, и наконец-то шевелим эти управляющие компании. Вы сами буквально на днях вернулись из Нефтекамска с рабочей поездки. Расскажите, какие вопросы там обсуждались? В Нефтекамске мои коренные избиратели, я им обязан, они меня всегда выбирают. И у нас теплые отношения с нашими избирателями. Конечно же, каждую избирательную кампанию, она у нас проходит своеобразно в Нефтекамске. Потому что, когда ты выбираешься, все тебя знают, и перед людьми приходится держать отчет. Что-то, допустим, пообещал и не сделал, они могут выйти и сказать, ты обещал и не сделал. Поэтому я к своим избирателям отношусь, конечно, трогательно, тщательно, которые они приходится и обещать, и приходится и выполнять. Поэтому каждый прием граждан ко мне приходит с разными вопросами. Я, повторяюсь, дороги. Последний прием граждан был, у нас пришли женщины, они просили дорогу.
чтобы им на их улице проложили дороги. Конечно же, я буду обращаться к главе администрации Нефтекамска, конечно же, правительство, наверное, буду обращаться. Но мы постараемся сделать им в этом году дороги. Под какой-то проект мы, наверное, это подведем. И все-таки, раз люди просят, надо делать, чтобы у них можно было тоже просить. Ильгам Илюсович, расскажите, какие планы на будущий год ставите перед собой, какие задачи? Ну, мы сейчас подводим итоги. Во всех партийных организациях идут собрания, подводят итоги. И на этом же собрании обсуждается будущее, хотя бы на полгода. Это каждый год мы это проводим и утверждается местной партийной организацией. Также мы и в нашем центральном комитете, то есть в Республике Башкортостан, тоже подводим итоги. Следующий год будет не менее загруженный, потому что пройдет отчетно-выборное собрание, то есть будут выбирать руководство Рискома. И первого секретаря Рискома, бюро, и КРК, и так далее, и тому подобное. Но руководство Рискома будет уже выбрано. Поэтому и мы готовимся к этому мероприятию. Первый секретарь выезжает по районам, городам. Мы смотрим, как проходят партийные собрания. Выбираем делегатов, где они не были выбраны ранее. Поэтому к этому отчетно-выборному собранию мы готовимся серьезно. Ну и в 2025 году будет отчетно-выборное собрание, отчетно-выборный съезд будет уже и в масштабах Российской Федерации. Туда поедут наши делегаты, которых изберут на отчетно-выборном собрании. Ну, мы вот всегда ездили 4 делегата, ну, наверное, в этот раз тоже будет 4 делегата. Это будет в зависимости от количества наших членов партии. Ну и ни для кого не секрет, что в партию КПРФ в основном вступают уже люди опытные, люди в возрасте, солидные, которые помнят еще советскую эпоху. Да? Но сейчас идет ли какой-то курс, может быть, на омоложение для того, чтобы и молодые люди вступали? Да, идет, потому что мы, более опытные люди, которые пришли в партию, они были первыми секретарями, даже порой сами с инициативы выходят, чтобы они как бы их сменили более такие молодые ребята, вот как в городе Октябрьском, да, ведь на отчетно-выборном собрании он порекомендовал молодого парня. Сейчас буквально за год-два он его натаскал, и он прекрасный первый секретарь. А уже люди смотрят на молодого первого секретаря и уже сами хотят тоже вступить в партию. И вот это вот яркий пример, что на своем примере уже людей, как говорится, агитируют в партию. Да, мы проводим много мероприятий, спортивных мероприятий, которые тоже затягивают молодежь. Вот футбол, волейбол, шахматы, это тоже молодежь входит в азарт, и тоже им иногда охота попробовать свои силы и вот так вот втягивается в нашу партийную организацию. Ильгам Илюсович, еще вопрос. Вы говорите о том, что организуете разные мероприятия для молодежи, ну а новогодние дни – это, как правило, повод для поздравления самых маленьких. Да, новогодний – это особый день. Мы поздравляем наших детишек, ездим по школам, садикам, в больнице. Вот имеется в виду члены нашей фракции дарят подарки вместе с Дедом Морозом. Вот я сам только недавно был в детской республиканской больнице. В дом-музее Ленина мы проводили утренник с шаймуратовцами. Тоже прекрасно прошло это все мероприятие. Дети очень рады этому мероприятию. Ну, какое-то новшество мы вносим вот этим детям. И мы до 31 декабря будем также продолжать вот эти мероприятия. Они проходят только в Уфе или по всей республике? По всей республике проходят. То есть у каждого отделения есть какая-то задача, подшефная организация, да, где они занимаются... Ну и инициативы еще тоже мы приветствуем. Допустим, кто-то из сторонников нашей партии хочет проявить какой-то интерес, подарить там игрушки детям, они нас приглашают, и вместе с ними, особенно помощники наши, и мои в том числе, да, мы ездим по организациям вот таких учебной организации, и тоже дарим
подарки, дети рассказывают стихи, читают, танцуют. Ну и как бы вот такие мероприятия мы проводим. Ильгам Улисович, а можете сказать, какое отделение, может быть, у нас в республике наиболее активное, инициативное? Ну, инициативно Стерлитамакский район очень активный, Октябрьский район очень активный. Города Уфы? Да, нет, не города Уфы. Город Октябрьский. Город тогда. Октябрьский, да. Город Уфы, я думаю, Ленинский район, там у нас первый секретарь Гумеров, он сопровождает наши гуманитарные грузы. Уже не знаю, сколько там конвоев сопровождал. Вот у него тоже проходит яркая работа. Он еще сам преподаватель, молодежь учит в учебных заведениях, как говорится. Потом Советский район, это тоже Уфы, Демский район. Ну, в принципе, каждая партийная организация вносит свою лепту. Как-то поздравили бойцов, участников спецоперации? Конечно. Недавно мы отправили гуманитарный груз. Что с Курултая, что партийной организации. Вот груз доставлен, уже обратную связь мы получили. Как говорится, все довольны. Планы на будущее мы с вами обсудили, итоги года подвели. Может быть, в 2 словах расскажете, с какими инициативами планируете выйти, может быть, на законодательном уровне? Ну, 6 законов мы вносили в свое время, да, ведь. И все-таки башкирский гектар у меня все-таки остался в планах. Все-таки я его буду докручивать вместе с фракцией. Все-таки он востребован, этот закон, для Республики Башкортостан. Вот эти мои идеи, как говорится, да, на следующий год, я надеюсь, и правительство поддержит, потому что затрат там с бюджета не потребуется, а закон этот очень востребованный. Спасибо большое, что нашли время в эти предновогодние дни, пришли и пообщались с нами в студии. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.